После распада Союза Центральную Азию захлестнули мощные волны миграции. В поисках хлеба насущного люди ехали кто куда, оставляя на родине родных и близких. В настоящее время можно говорить о выросшем уже целом поколении сирот при живых родителях. Сегодня в передаче «Перекресток» мы будем говорить об огромной армии детей, родители которых были вынуждены уехать в Россию на заработки. На руках у жительницы села Бозадыр Баткенской области Кыргызстана 73-летней Батмы Джаныбаевой остались два внука. Обе ее дочери работают в Москве. Это не единственная такая семья. В России насчитывается до 800 тысяч кыргызских мигрантов. Было решено оставить внучку у меня. Она со мной с малых лет. А внук со мной уже больше года. Его мама работает в Москве, чтобы накопить денег на свадьбу моего младшего сына, то есть ее брата. Внуки часто переговариваются с мамами по телефону. Мы живем на те немногие деньги, которые мои девочки высылают из Москвы. Покупаем продукты, уголь. Внучка Батмы Джанылай в последний раз виделась с матерью полгода назад. У многих моих одноклассников родители тоже уехали в Россию. У многих уже вернулись. Я хотела бы, чтобы у всех родители были рядом. Трудовые мигранты из Центральной Азии предпочитают оставлять своих детей дома по многим причинам. Это недостаток средств, отсутствие жилья в мигрантской жизни, да и не хочется отрывать ребенка от школы, в которой он учится на родине. В Казахстан взять с собой детей легче, хотя бы по причине близости этой страны. Адиль Джунайдов из Таджикистана живет с женой и двумя маленькими детьми в микрорайоне Айнабулак в Алматы. Работает на знаменитой барахолке, продает обувь. В основном мы женимся там, скажем, потом уже, скажем, на протяжении времени мы привозим сюда уже к себе. Соседний Таджикистан волна трудовой миграции накрыла в годы гражданской войны. Ныне число таджикских мигрантов в России, по разным данным, переваливает за 1 миллион. В стране образовалось целое поколение, выросшее без отцов. Наш собеседник Мухаммади – житель Гисарского района. Еще в школу не ходил, когда его отец уехал в Россию. У нас 3 брата и сестра. Отец уехал в Россию 15 лет назад. С тех пор он не звонил, даже когда умерла мать. Говорят, у него там жена и дети. Мои дети часто спрашивают у меня, где их дед. В отличие от граждан Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, туркменистанцы ездят на заработки в Турцию. Большинство трудовых мигрантов оттуда – это женщины. Они также вынуждены оставлять своих детей на попечение бабушек и дедушек. Женщины-мигрантки годами не видят своих детей. Они боятся, что когда вернутся на родину, повидаться с родными, их могут не выпустить обратно из Туркменистана. Это новостройка Гелечек возле крупного вещевого рынка Дордой, что находится в окрестностях Бишкека. Хаотичную застройку здесь вели уже внутренние мигранты Кыргызстана. Кенже Аятханова рассказывает о своей непростой судьбе. Несмотря на преклонный возраст, она перебивается тем, что собирает на рынке коробки и выручает за них какие-то деньги. Внуков у нее 3. Всех их оставили на попечение бабушки невестки Кенже. А вестей от них нет уже несколько лет. Всего 3 внука. 2 бросила невестка. Девочку мой младший сын оставил мне 9-месячной, потому что ее мама ушла от него. Мавлюда, назовем ее так, переехала в Москву в связи с замужеством. В Москве и родила дочь. Они так вот презирают не только узбеков, вот азиатов, вот прям, я не знаю, такая ненависть у них, да, вот как бы понаехали, да, сюда, и вы тут размножаетесь. Меня повезли в роддом. Там отношение врача и дежурного врача. Сразу вот я зашла, она вот опять узкоглазые приперлись. Первоклассница Аруке готовит домашнее задание. Ее сестренка, 5-летняя Фатима, рассказывает, что ей трудно найти подружек в детском саду. Октавия. У меня только одна подруга, Октавия, но она предпочитает играть с Викторией. Они мне всегда говорят: отстань, отстань. Отстань, отстань, говорит Октавия.
Они сперва спрашивали у меня: «Ты кто?», потом перестали. Я отвечала, что я кыргыз. Я Октаве говорю: «Я кыргыз», а она отвечает: «Я русский». Я русский. Карина родилась уже в Москве. Ну а Руке и Фатима до недавних пор тоже росли в селе у родителей Самары Батыровой. Многие москвичи, русские, откровенно говоря, не любят нас и называют черными. Кыргызы тоже бывают неправы. На улицах громко говорят по телефону, некоторые матерятся. Но многие русские с неприязнью смотрят даже на детей. Конечно, я лучше лишний раз промолчу, но когда не втерпешь, говорю, что мы добываем свой хлеб честным трудом. Анастасия Денисова, координатор проектов Комитета «Гражданское содействие» в Москве, объясняет, что если раньше проблемы у детей-мигрантов были связаны с доступом к образованию, то сейчас все усугубилось незаконным выдворением из России. Мать въезжала сюда с отцом, всей семьей возвращались, значит, с родины, они здесь живут, у родителей, у отца уже гражданство России, у матери гражданство, если не ошибаюсь, Таджикистана. 3 детей, девочка больна, и девочку специально на операцию привозили в Россию, поскольку такую операцию, да, не могли сделать в Таджикистане. И мать не пустили, у матери запрет на въезд. Почему стоит запрет на въезд? Как его обжаловать? Какие для этого основания? Сколько это времени займет? Это все непонятно, никто это не объясняет. Абдимиталип Ахмаджанов из Баткена считает, что у миграции есть 2 стороны. Конечно, она дает возможность заработать, поддерживает экономику семьи, но миграция негативно отражается отсутствием нужных условий для развития и воспитания детей, что многие не рассматривают как серьезную проблему. Сироты при живых родителях. Это, наверное, вот после Второй мировой войны такое было, когда дети оставались без родителей. Но в то время, конечно, система была другая. Многие из тех, которые сегодня вынуждены покидать свои семьи для заработка, сами когда-то были покинуты своими родителями-мигрантами. Если сегодня ситуация не изменится, то наверняка дети сегодняшних трудовых мигрантов пополнят ряды уже будущих чернорабочих. Заколдованный круг могут прервать только усилия всех сторон.